Промышленность – одна из основных отраслей в плане экономического развития региона. В республике активно развивается производство пищевой продукции, строительных материалов, зарождается легкая и радиоэлектронная промышленность, металлургия. На сегодняшний день объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сфере промышленности составил чуть больше 7 миллиардов рублей. В полном объеме реализованы мероприятия по внедрению комплексной системы автоматизации исполнения бюджета и управления бюджетным процессом АЦК планирования и АЦК финансы. Одна из основных задач комплексной системы – централизация финансовой власти региона путем сосредоточения абсолютно всей первичной финансовой информации в Минфине Ингушетии. Таким образом, мы обеспечим полный контроль процесса исполнения бюджета со стороны финансового органа. В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие республики» запущен завод железобетонных изделий мощностью 50 тысяч кубических метров в год. По плану производителя предприятие позволит обеспечить строительными материалами не только местный рынок. Важность открывающихся в республике такого рода объектов в развитии региона отметил и гость мероприятия, первый заместитель министра России по делам Северного Кавказа. Этот объект важен не только для Ингушетии, он важен для всего Северо-Кавказского федерального округа. Поэтому хочу от имени Министерства по делам Северного Кавказа от души поблагодарить всех, кто принимал участие в строительстве этого объекта. А мы будем со своей стороны помогать всячески в решении таких задач. Баркал. У завода есть будущее. Надо руководству завода максимально сделать так, чтобы с учетом плана ввода завода в строй и выхода на полную мощность, жестко этот план отслеживать, контролировать, сопровождать и, естественно, довести до логического конца. В регионе также запущен завод по производству алюминиевых радиаторов. В торжественной церемонии открытия вместе с главой республики приняли участие полпред президента России в СКФО Олег Белавинцев и министр промышленности России Денис Мантуров. Оно и неудивительно, ведь речь здесь идет об импортозамещении не только в масштабах одного региона, но и страны в целом. Новый завод по производству отопительных радиаторов построен при поддержке Фонда развития промышленности. Сметная стоимость проекта более 800 миллионов. Производительность чуть больше 3 миллионов секций в год. Продукция, которая будет выходить с предприятия этого завода, будет востребована на строительных площадках, на девелоперских проектах в нашей стране. Здорово, что все это происходит у нас в Северо-Кавказском федеральном округе. И появляются рабочие места, и стабильная заработная плата, и реальная перспектива развития региона. Относитесь душой к своей работе, к своей профессии, учитесь, нарабатывайте, делайте все, чтобы именно продукция этого завода, этого предприятия гремела далеко за пределами именно своим качеством и своей конкурентоспособностью. 120 тысяч изделий в месяц. Такова проектная мощность еще одного перспективного предприятия. На швейном объединении «Ингушетия» выпускается школьная и другая форменная одежда, трикотажные изделия и спецодежда по госзаказу. Республики, для всего Северо-Кавказского федерального округа это большое знаковое событие. Появление у нас таких современных, суперсовременных предприятий – это свидетельство отношений, во-первых, федерального центра, во-вторых, вашего руководителя Юзбека Маркевича к своей республике, к федеральному центру, к Северо-Кавказскому федеральному округу. И самое главное, что все присутствующие здесь, вот посмотрите на ваши лица, вы просто светитесь все, потому что действительно это предприятие очень знаковое сегодня, в первую очередь. Всего порядка 230 человек работает, но после того, как предприятие будет выведено на полную мощность, 770 сотрудников будет работать на предприятии. Это и пополнение бюджета по нашей оценке порядка 140 миллионов рублей. Уважаемые, в первую очередь, наши дорогие женщины, когда-то было на скорых населенных пунктах и Алиюр, и Сухарей, и Кажево часто задавали вопрос: дайте нам работу. Потом работу вам дали, работайте. Делайте все так красиво, чтобы ваши формы одежды, тому, что вы шьете, все завидели, все стремились ваши товары, ваше производство закупать. Все зависит от того, как вы это будете.
Я уверен, что у вас все получится. В конце 2014 года в Ингушетии заработал завод по производству полимерных труб и облицовочных материалов. Полимер производит трубы для газа и водоснабжения, канализационные, а также трубы из полимеров для горячего водоснабжения. Наша продукция реализуется как на территории республики, так и Чеченской республики, Дагестан, Осетия, соответственно, Ставрополь, Краснодар, Ростов. Ну, их перечислить очень много, потому что весь СКФО мы, в принципе, уже как бы обеспечиваем нашу продукцию. Еще один крупный промышленный объект – комбинат детского питания – также заработал в Али-Юрте. Производство мощностью свыше 2 тонн продукции в сутки способно покрыть потребность региона в детском питании. В приготовлении смеси используются плоды, выращенные местными фермерами. Предприятие – весомый вклад не только в пищевой промышленности республики, но и значимый плюс в развитии политики импортозамещения. Все, что мы делаем для будущего, для наших детей и внуков. Вчера только ко мне и внук приехал, ему 10 месяцев, и старший внук 8 лет. И я знаю, что здоровые дети – это счастье не только для их родителей, но и для бабушек и дедушек. Надеюсь, что наши руководители здесь на месте все справятся с задачами. Надеюсь, что этот объект под контролем Министерства сельского хозяйства даст хороший результат. И не только наши дети, вообще дети, и как минимум в округе, и родители будут стремиться покупать именно эту продукцию. До 1500 голов скота и 90 тонн молочной продукции в месяц мясомолочный комплекс уже несколько лет как обеспечивает ингушских потребителей качественной продукцией. Со временем производство расширяется и объект наращивает свой потенциал. За счет реализации всех этих мероприятий в соответствии с прогнозом социально-экономического развития республики в 2017 году ожидается рост показателей промышленного производства от 2 до 8,5%. Идея Роман Киева, Новости 24.